Добрый день, уважаемые подписчики. Компания Прогресс Авто рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас в видеообзоре японский полноприводный трактор марки Hinomoto, модель N249. Трактор у нас укомплектован почвенной фрезой и фронтальной установкой, как вы могли заметить. Почвенная фреза у нас с рабочей шириной 1,6 метров. Также в комплекте она с опорными колесами, крепится на стандартную трехточечную навеску, нижние тяги, центральный винт, две верхних тяги. На правой верхней тяге у нас расположился гидравлический цилиндр, что говорит нам о том, что трактор у нас с опцией гидронаклона почвенной фрезы. Вот у нас на правом крыле расположился бортовой компьютер. Ну и тут же рычажок подъема и опускания навесного устройства. Фронтальная установка у нас управляется с джойстика, что очень удобно. Ковш у нас с рабочей шириной 1,2 метра. Высота разгрузки стрелы порядка 2,5 метров. Давайте с вами осмотрим состояние резины. Левое переднее колесо размерного ряда у нас 7х16, оно с достаточно хорошим износом, ну и небольшими следами рассыхания. Правое переднее колесо, аналогичная ситуация. Повышенный износ, мы с вами понимаем, чем обусловлен. Это наличием фронтальной установки. Дополнительная нагрузка на переднюю ось, и от этого выработка на резине еще больше. В задней паре резины у нас нареканий абсолютно никаких нет. Остаток достойный. Резина без царапин, без трещин, без следов рассыхания, без порезов. В отличном состоянии, на твердую пятерочку. Размер 11,2 на 24. Ну и кратко пробежимся по левому заднему колесу. Видим, что полный порядок. Ну и комплектация. Комплектация у нас достаточно жирная. Гидроусилитель руля и реверс. Это для трактора в комплекте с фронтальной установкой, я считаю, это вообще незаменимые вещи. И это очень удобно и, самое главное, комфортно. Поэтому рулевое колесо, рычаг реверса, куда мы задаем направление. Либо мы едем вперед, либо мы едем назад. Коробка передач на данной модели у нас располагается справа от руля. Вот он, рычаг. 4 скорости основных на движение. И также раздаточка еще на 4 скорости. Итого перемножаем. 4, 4, 16. У вас 16 скоростей вперед и 16 скоростей назад. Тут же слева от сиденья у нас расположилась коробка передач на вал отбора мощности. 4 скорости. Заглянем с вами под сиденье. Видим, что трактор не гнилой. Все с ним в порядке. Так. Ну и обойдем. Кстати, что немаловажно на хиномотах, полный привод включается, выключается с кнопки. Вот, обратите ваше внимание. Давайте с вами обойдем трактор. Ручной газ, гудок, ближний и дальний свет, поворотники, замок зажигания. Спаренная педаль, тормозная педаль, педаль газа. Чуть ниже под сиденьем у нас ручник и педаль блокировки заднего дифференциала или моста. И прям под сидушечкой у нас гидравлический кран. На задних крыльях у нас, вы видите, расположилась дуга безопасности. Можно ее так назвать, а можно ее назвать рамой под козырек. То есть, если будет интерес доработать, так скажем, трактор,
в плане комфорта, у вас есть все возможности для этого. Ничего самому придумывать не придется. Если вам понравился этот трактор, звоните, пишите. Все ссылки на сайт, на контакты будут в описании. Да, хотел еще сразу обратить ваше внимание, пока не закончился наш с вами обзор. Клиренс у данной модели составляет 32 сантиметра. А колея по задним колесам 105 сантиметров. Это для тех, кто будет использовать трактор не только на разгрузочно-погрузочных работах, но и также использовать его и в земельных, сельскохозяйственных работах. Благодарю вас за просмотр. Звоните, пишите. Все ссылки будут в описании. До новых встреч!